В Восточном Туркестане произошло сильное землетрясение. Согласно заявлению Центра землетрясений в Китае, в 5 часов 5 минут по местному времени в городе Хотан произошло землетрясение силой в 6,4 балла. Эпицентр землетрясения, которое произошло на глубине 10 километров, находился в 279 километрах к юго-востоку от города. Власти Китая, как обычно, не предоставили информацию о разрушениях, пострадавших и погибших. История Сары Гуль Саудбай, которая является живым свидетелем концентрационных лагерей и нарушений прав человека в Восточном Туркестане, была опубликована немецкой журналисткой Александрой Кавелиус. Книга «Ключевой свидетель» была опубликована 22 июня в Берлине. На пресс-конференции, посвященной выходу книги, присутствовал и глава Всемирного уйгурского конгресса Долкун Иса. Согласно новостям китайской народной сети от 23 июня, по состоянию на конец мая этого года во внутренние районы Китая было выслано 271 600 уйгуров, которых Коммунистическая партия Китая использует в качестве дешевой рабочей силы. В последнее время Китай, намеренный отдалить жителей уйгурского региона от ислама и добиться их ассимиляции, проводит политику по принудительному выселению тюрков во внутренние провинции, где пытается смешать их с китайцами. Отчет австралийского аналитического центра, опубликованный в феврале, показал, что десятки тысяч уйгуров были направлены на заводы и фабрики по всему Китаю между 2017 и 2019 годами. Пентагон заявил, что китайская армия контролирует и поддерживает 20 китайских фирм, включая технологическую компанию Huawei. Согласно информации американских СМИ, список, подготовленный Пентагоном, включает в себя фирму Hikvision, выпускающую системы видеонаблюдения, телекоммуникационные компании China Telecoms и China Mobile, а также китайскую корпорацию авиационной промышленности. Отмечается, что этот список может подготовить почву для новых финансовых санкций против Китая. Администрация Пекина опровергла утверждение о том, что эти компании использовались Китаем для диверсий и пропаганды. Нужно отметить, что включение этих компаний в черный список Пентагона не налагают уголовное наказание напрямую. Однако, согласно закону, президент США может издать указ о введении санкций и заморозить активы этих компаний. Выступая в четверг 25 июня в организованном германским фондом Маршалла веб-мероприятии «Брюссельский форум», госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в краже европейских экономических стратегий. «Я не верю, что Коммунистическая партия Китая обращает внимание на ценности, которые мы хотим видеть в рамках НАТО», сказал Помпео и отметил, что США всегда открыты к установлению хороших отношений с Китаем, для чего, по его мнению, Китай не прилагает никаких усилий. Заявив, что Китай серьезно угрожает Индии, Малайзии, Индонезии, Вьетнаму и Филиппинам, Помпео подчеркнул, что по этой причине США начали смещать свои силы в этот регион. Сообщив, что Китай занимается плагиатом научной и экономической информации Евросоюза, злоупотребляя правилами общепринятой торговой системы, Помпео предупредил, что Евросоюз должен принять меры против Китая. Утверждается, что Китай построил новые сооружения в приграничном районе долины Галван, где произошли столкновения между китайскими и индийскими войсками. Согласно сообщению BBC, новые спутниковые снимки показали, что на участке, где в прошлом месяце не было ни одного сооружения, были построены склады для хранения оборудования, палаток и боеприпасов, которые предположительно принадлежат Китаю. 22 июня изображение предоставила компания Maxar. Ранее Министерство иностранных дел Индии сообщало, что Китай пытается построить военное сооружение на линии фактического контроля в долине Галван, относящейся к индийской территории.